Отец Исаак, а зачем нужно венчаться, если люди уже состоят в официальном зарегистрированном браке? Ну, давайте вспомним сначала вообще о венчании. Если мы читаем Священное Писание, и мы вспоминаем первое чудо, которое Господь проявляет. Господь первое чудо творит в Кане Галилейской на браке. Но мы ни разу не слышали, что Господь участвует там как в качестве священнослужителя, который венчает. Он чудо творит, но получается, что в самом начале христианства венчания не было. Но было благословение на брак. Сейчас мы живем, так, скажем так, отдельно получилось, что государственная, да, регистрация и есть отдельно таинство венчания. Сейчас в зарегистрированные браки мы не венчаем. А зачем же мы все-таки венчаемся? Ну и все-таки, если человек живет, если взять антропологию, да, человек состоит дух, душа и тело. Человек это такое биосоциальное существо, еще и духовное. И если он как социальное существо, то он, наверное, в этом социуме живет согласно гражданским законам. А если христианин еще является и все-таки прихожанином храма и живет ритмами духовной жизни, наверное, ему будет несовместимо просто быть зарегистрированным в браке и не повенчаться. Поэтому, наверное, он просит еще Божьего благословения. А если по строгости, я знаю, что очень много благочестивых парней и девушек, они ждут именно благословения церковного. Вот я слышал, даже такая ситуация была. Одна гречанка приходила в храм, в один из храмов, в котором я служил за эти 10 лет. И она говорит, вот, мой молодой человек, грек, хочет сначала зарегистрировать брак, потом, когда родится ребенок, сразу повенчаться и покрестить ребенка. А я, говорит, хочу правильно сделать. Я хочу повенчаться сначала и вместе с регистрацией брака, и потом уже, когда родится ребенок, и крестить. И в чем она не права? Вот ее благочестие говорит о том, что она хочет получить благословение на супружескую жизнь не только от родителей своих, да, но еще и церковное благословение. Наверное, это идет все-таки от благочестия самого человека, от христианина. Конечно, в современной практике жизненной получается так, что многие православные, бывает, что они зарегистрировались в браке и живут уже своей супружеской жизнью. Но потом уже со временем они там откладывают вот момент самого венчания. И спрашивается, а почему вы откладываете, да? Если само венчание – это благословение на супружеские отношения. Если вы уже в них вступаете, то чего вы боитесь? И получается так, что какая-то мифологизация таинства венчания, будто бы вот таинство венчания очень серьезное. Если вы уже входите в супружеские отношения, то что тебя останавливает получить благословение церковное? Я считаю так, что проблемы нету, да? Но другие, конечно, пугаются, начинают там откладывать. Это бывает так, что уже венчаются уже дедушки и бабушки, да? Вот, бывает такое, что даже в жизни ты уже часть молитв уже не читаешь, потому что у них уже внуки стоят, да? На венчании их. Наверное, это все-таки неправильно. Вот. Если бы общество было бы благочестиво, оно из благочестия шло бы и венчалось бы.